День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Открыт новый онкоцентр в Якутске. Благодаря передовому оснащению нового центра будут выполняться все виды диагностики злокачественных образований. Я, конечно, не знаю, как обстоят дела с онкологически больными в республике, но в любом случае открытие онкологического центра – это положительное событие. Ученые Якутии передали около 1,5 миллиона рублей в поддержку участников СВО. В Академии наук республики состоялась акция «Наука для фронта». Мы обязательно поставим в рамках этой акции высокотехнологичное оборудование, которое, конечно же, поможет нашим бойцам. Жители Каменного дома по улице Крыжановского испытали на себе прорыв трубы с горячей водой. Выходя из квартир в любой момент, они могут попасть под душ. Невозможно жить, ежедневно выходишь из дома и думаешь, будешь ты под душем, под горячим или не будешь. Безопасно и светло. В Якутске работает проект по установке уличного освещения «Светлая столица». У нас дети первые просто пищали от восторга, что наконец-то улица светлая. То есть наконец-то светло. Фонари работают ярко, без перебоев. Слава богу, запуск произошел хорошо. 1 февраля наш телеканал отметил свой день рождения. Ровно 6 лет назад мы вышли в эфир с первым выпуском новостей. Однажды во время прямого эфира отключились суфлеры, и ведущий рассказывал все по памяти. А мы ему помогали по связи. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина. Путин стал 4-м зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Дованкова. Для Путина предстоящие выборы станут 5-ми в политической карьере. До этого он 4-жды избирался на пост главы государства в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Слоганом же президентских выборов этого года станет фраза «Вместе мы сила, голосуем за Россию». Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта. Процедура впервые станет 3-дневной и продлится с 15 по 17 число. Принимать заявки на досрочное голосование начнут 29 января и продолжат по 11 марта. Электронная процедура станет доступна в Москве и 29 регионах страны. В завершении этой недели в республике произошло событие, которое смело можно назвать историческим. В Якутске открыт республиканский онкологический диспансер. Благодаря самому современному оснащению врачи будут диагностировать и лечить якутян по самым передовым технологиям. Для этого здесь есть все возможности. Отмечу, что накануне состоялось открытие 4 онкоцентров в разных регионах страны с участием главы государства Владимира Путина. Мы знаем с вами, что главная задача, уже об этом говорилось, сбережение народа России, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни. То, что в Якутии вы добились такого положительного интегрированного показателя, как продолжительность жизни, которая стала выше, чем в средней по стране, это здорово, я вас поздравляю, это просто реальный результат. Но мы знаем, у нас здравоохранение развивается по всем направлениям. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции. Глава государства отметил успехи республики, особенно подчеркнув увеличение продолжительности жизни. Президент отметил, что в стране модернизируется вся система медицинской помощи в целом. Идет большая работа по обновлению материально-технической базы федеральных и региональных клиник. Владимир Владимирович, за последние годы здравоохранение Якутии, благодаря вашей поддержке, поддержке правительства страны, сделало колоссальный рывок вперед. За последние только несколько лет введены крупнейшие перинатальный, кардиососудистый и сейчас онкологический центр, которые стали каркасом новой высокотехнологичной медицины, медицины 21 века для якутян. С появлением новых возможностей у нашей онкологической службы, конечно же, мы сможем для всех жителей, в том числе труднодоступных наших территорий, уже обеспечить раннюю диагностику, выявление и борьбу с этой страшной болезнью.
За эти годы в онкологический центр было вложено 9 миллиардов как федеральных, так и региональных бюджетных средств. И сегодня в республике появился высокотехнологичный онкологический центр, в котором якутяне могут, не выезжая за пределы региона, получать самую эффективную помощь в борьбе с этой страшной болезнью. С работой Якутского республиканского онкологического диспансера президента ознакомила главный врач Татьяна Николаева. Это уникальный медицинский объект общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, состоящий из консультативно-диагностических и стационарных отделений с наилучшими условиями для пациентов и медицинского персонала. Ввод стационарных отделений на 180 коек запланирован поэтапно до конца этого месяца. Благодаря передовому оснащению нового центра мы будем выполнять все виды диагностики злокачественных новообразований. Первая же свая нового здания Якутского республиканского онкологического диспансера была забита еще в 2017 году. Сейчас центр готов на 100% и с начала новой рабочей недели будет принимать первых пациентов. Долгожданное открытие республиканского онкоцентра состоялось, и с началом новой рабочей недели медицинский центр уже начнет принимать первых пациентов. В большом современном здании разместится стационар на 180 коек, 16 коек дневного стационара химиотерапии, поликлиническое отделение на 210 посещений в смену. Особое внимание уделено техническому оснащению центра. Современные медицинские аппараты будут обеспечивать высокотехнологичную медицинскую помощь всем нуждающимся. Появилось новое оборудование. Например, ангиограф – аппарат, с помощью которого можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. Такой спектральный компьютерный томограф, двухэнергетический компьютерный томограф, 268-срезовый. Такой томограф у нас третий в России. Это один из самых передовых компьютерных томографов. В нем используется спектральный КТ, двухэнергетический, что улучшает качество визуализации опухолевых заболеваний, такие сложные, как печени, поджелудочной железы. Перед онкоцентром стоит задача увеличить количество операций до 4500. В том числе новое оборудование значительно расширит перечень локализаций заболевания, по которым может быть проведено оперативное вмешательство. До начала национального проекта, буквально несколько лет назад, мы не могли оказывать полную медицинскую помощь по многим локализациям. Пациенты вынуждены были выезжать за пределы республики. С начала действия и национального проекта, во время которого проведено переоснащение онкодиспансеров, онкологической службы, и сейчас с вводом нового здания мы можем оказывать медицинскую помощь практически во всех случаях, при всех локализациях. Штатное расписание нового онкоцентра увеличено в 2 раза, и здесь будут работать более 1000 сотрудников. С 2017 года идет планомерная подготовка медицинских кадров, и все они готовы к работе в новом современном центре. Любовь Васильева, Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Разумеется, такое событие не оставило равнодушными и жителей республики. Напомню, центр позволит якутянам получать своевременную онкологическую помощь, не выезжая за пределы республики. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у жителей и гостей Якутска, как они приняли такое масштабное событие. Положительно. Я, конечно, не знаю, как обстоят дела с онкологически больными в республике, но в любом случае открытие онкологического центра – это положительное событие. Как оцениваю? Очень даже хорошо оцениваю. Что люди туда будут ходить, лечиться. И у нас заболеваемости будет совсем мало. Конечно, положительно. Очень будет удобно обслуживаться в своем родном регионе, никуда не выезжая. И так как сейчас заболевания, раковыми заболеваниями очень много, то это, конечно, очень положительно скажется на здоровье населения. И, конечно, для нас это очень удобно. У нас онкобольных-то очень много в республике, поэтому необходимо это.
Ну, поскольку многим людям очень сложно выезжать в Москву, в центральные города, это требует большой суммы денег, затрат, особенно если речь идет о маленьких детях, допустим, то это очень хорошо, естественно. К другим темам. На этой неделе Якутск посетил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым осуществил выезд в район строительства Ленского моста. В ходе мероприятия проведен осмотр строительной площадки мостового перехода через реку Лену, возводимого в рамках концессионного соглашения. Прокуратуре республики поручено обеспечить надзор за ходом строительства вантового моста, за целевым использованием бюджетных средств, а также соблюдением сроков и качества выполняемых работ. Вот объекта запланирован на 2028. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин осмотрел возведенную по национальному проекту образования Хатасскую среднюю школу. Сейчас в школе, введенной в работу в декабре прошлого года, обучается более 1000 детей. Заместитель генерального прокурора России проверил условия обучения, осмотрел учебные классы, побеседовал с руководством школы и преподавательским составом. По итогам осмотра прокуратура республики дано поручение о необходимости продолжения надзорных мероприятий за организацией образовательного процесса, в том числе в части сокращения двухсменного графика обучения детей. А в Нижнем Бестяхе ввели 2 дома для детей-сирот. Ключи новоселам вручили глава Якутии Айсен Николаев и зам генерального прокурора России Дмитрий Демешин. В новые дома заедут 8 детей-сирот Мегино-Кангаласского района. Дома полностью готовы и обустроены для комфортной жизни. Один из счастливых обладателей собственной квартиры, Антон Захаров, радостно поделился, что с нетерпением ждал этого дня. Новоселы передали слова благодарности президенту страны Владимиру Путину, по поручению которого реализуется программа по обеспечению жильем детей-сирот. Я доволен своим домом, видел, все прекрасно, все электричество, проводы, там все. Очень теплое, зимнее время особенно нужна теплота. Еще есть газовая печь. Мне все нравится. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь на нашем канале. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе Российской Федерации возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В городе Докучаевск Донецкой Народной Республики начались восстановительные работы, которые, как шеф региона, выполняет Якутия. Уже обозначены все объекты, на которых будут вестись работы. Это и жилые дома, в которых в результате обстрелов ВСУ повреждены кровли и окна, и социальные объекты, школа, дворец культуры, больница. Кроме того, будут отремонтированы дороги в Докучаевске и поселках, входящих в городской округ. Так, одним из первых объектов восстановления будет городская больница. На сегодняшний момент здание больницы нуждается в капитальном ремонте, а также в приобретении нового современного оборудования. Сейчас врачам больницы приходится работать на аппаратах, произведенных 40 лет назад. Кроме того, администрация больницы очень рассчитывает на медицинский десант из Якутии, так как в медучреждении сильно не хватает специалистов. Первый корпус ее был построен в 1925 году. На южном поселке, откуда берет начало вообще Еленовские карьеры и город Докучаевск. Потом уже в 50-е годы было построено здание поликлиники на городской площади, где сейчас находится администрация города, и лечебный корпус уже в нынешнем месте, где мы сейчас находимся, по улице Комсомольская, 36. В 80-е годы наша больница была достроена, это был построен акушерско-гинекологический корпус, лечебный корпус, поликлиника, инфекционное отделение, пищеблок, ну и хозблоки, гаражи там и так далее. С 2014 года мы находимся на линии разграничения.
В зону проведения специальной военной операции прибыла очередная партия снегоболотоходов «Сокол» из Якутии. Первые «Соколы» были доставлены в отряд «Барс-2» в феврале прошлого года. И с тех пор регулярно поставляются воинские части. Машины зарекомендовали себя очень хорошо, а производители проводят постоянную доработку и модернизацию техники, прислушиваясь к пожеланиям бойцов. Сотрудники, которые выпускают эти «Сокола», всегда очень внимательно относятся к пожеланиям с фронта. Они постоянно дорабатываются, используются уже и как боевая единица. Я уже рассказывал, сюда ставится автоматический гранатомет, и он активно используется. Иногда используется для противотанковых управляемых ракет. В кузов устанавливаются эти системы. Сотрудник национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей встретился лично со школьником, от которого получил письмо солдату, будучи в зоне СВО. По его словам, они получили гуманитарную помощь, где были вложены письма солдатам от детей. Его растрогали теплые слова поддержки, и по приезде в Якутию он решил лично встретиться с автором письма Вовой и поблагодарить его за слова поддержки, а также вручить подарок. Они побеседовали о жизни в военно-полевых условиях, необходимых для каждого военнослужащего, навыках и любви к родине. Алексей отметил важность того, чтобы люди, которые участвуют в СВО, чувствовали поддержку и внимание со стороны жителей республики. Ученые Якутии тем временем собрали 1,5 миллиона рублей в фонд помощи и поддержки Донбасса. В рамках благотворительной акции «Наука для фронта» Академия наук с Северо-Восточным федеральным университетом собственными силами собрали крупную сумму для приобретения военной техники бойцам. Через Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса будут приобретены оборудование и экипировка в дополнение к тому, чем обеспечивает Минобороны России. Создан в нашем университете свой фонд поддержки бойцам специальной военной операции. И, конечно, мы не могли не откликнуться на призыв инициативы Академии наук Республики Саха-Якутии «Наука фронту». Конечно, мы поддерживаем эту инициативу, и со стороны университета мы обязуемся, что из нашего фонда по поддержке бойцов и в том числе наших сотрудников Северо-Восточного федерального университета мы обязательно поставим в рамках этой акции высокотехнологическое оборудование, которое, конечно же, поможет нашим бойцам. Студенты АГАТУ приехали в Москву, чтобы приготовить якутские блюда для раненых бойцов СВО. В столицу ребята привезли необходимые продукты. Оленину, рыбу, бруснику, готовили горячее и закуски. Посуду и всю кухню предоставила Поспредство Якутии. За процессом готовки следила Айсена Бурнашова. Подробности в ее сюжете. Жаркое будем делать. Готовые блюда. Студент АГАТУ Петр мастерски справляется с ножом. В его руках готовая оленина. Еще в Якутске перед вылетом ребята расфасовали ее по пакетам и заморозили. В Москве мясо погрузили в кипяток, добавили специи. И вот основное блюдо почти готово. Осталось только макароны добавить. Я надеюсь, что нашу приготовленную еду примут наши бойцы с радостью и будут здоровы. Свою доброту, честность, как мы их бережем и уважаем за их поступки. Вот это ты вкладываешь? Да. Всего для раненых бойцов волонтеры АГАТУ привезли 60 килограммов продуктов. Помимо мяса, это рыба разных сортов и брусника для морса. Продукты собирали всей республикой. Это отправили жители из всех районов Якутии, чтобы поддержать наших бойцов. Рыбу, например, карась с Чуроптинского улуса, Мегино-Кангаласского, Кобяйского, а эти дичь, то есть утка, гуси Нижнеколымского и чирс тоже с Нижнеколымского улуса. Сегодня на кухне было жарко. Якутяне приготовили почти 15 порций горячих блюд и закусок. Уже завтра они развезут их по военным госпиталям Москвы. Волонтеры АГАТУ уверены, что якутские блюда помогут раненым бойцам быстрее восстановиться и набраться сил. Все же вкус родного края и забота земляков работают лучше таблеток. Нас всех это касается, поэтому очень важно помогать, поддерживать, чтобы они знали, что мы поддерживаем их и ждем. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
смотрите итоги недели, мы продолжаем. В Якутии с 5 февраля стартует отчет правительства республики. Первыми итоги работы исполнительных органов власти за прошлый год обсудят жители Верхневилюйского, Горного, Усть-Алданского и Вилюйского районов. На встречах жители смогут напрямую получить ответы на свои вопросы от членов правительства, высказать свои предложения и замечания. Тем временем органы местного самоуправления Алданского района подвели итоги работы за прошлый год и получили одобрение от населения. Как проходили отчеты власти, об этом в материале наших коллег. 21 муниципальная программа соответствует основным направлениям, целям и задачам стратегии социально-экономического развития района, подчеркнул глава Александр Шестопалов, выступая перед теми, кому не безразличны направления развития жизни алданцев. Параметры районного бюджета напрямую зависят от успешной деятельности предприятий и организаций района, доходная часть которого в прошлом году исполнена на 101%. В наших труднодоступных поселках в Куранахе, в Тамоте это полные залы. Это говорит о том, что люди стали больше вовлекаться в общественную жизнь, в социальную жизнь нашего Алданского района. Очень отрадно. Есть возможность и выслушать большее количество людей, а есть возможность похвастаться теми результатами, которые, возможно, оценит наше общество за 2023 год. Поставленные задачи решаются во взаимодействии со всеми ветвями власти, руководителями предприятий, организаций и учреждений, что ускоряет решение тех или иных вопросов. В процессы жизнедеятельности подключаются общественные организации и активная часть населения. У нас было очень много мероприятий таких значимых, как 100 лет нашему Алдану, и другие праздники, мероприятия. Поэтому, и вообще в городе столько нового, и площадь у нас новая, и все это красивое. Так что я, например, очень довольна и очень люблю свой город. Впрочем, проблемы остаются, и главная их причина – нехватка финансовых средств на их устранение. Проблем много. Те же неплатежи населения за коммунальные услуги, те же проблемы по дорогам, по содержанию дорог, автобусные маршруты, социальная сфера. Очень много вопросов, все полностью. Переселение программа идет. Но она идет согласно графика, согласно имеющих наличие денежных средств. Эффективность в работе власти возможна только при условии качественно выстроенной обратной связи с населением, и это у нас получается, заявил глава района Александр Шестопалов. Векторы направления работы власти население одобрило и оценило результаты за прошлый год как хорошие. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Немаловажным аспектом развития нашего региона является и создание комфортной городской среды. Так, в рамках реализации проекта «Светлая столица» в Якутске и его пригородах провели работы по проведению дополнительного освещения улиц. Подробности в следующем сюжете. За 2023 год в Якутске всего было установлено более 500 уличных опор и около 700 светильников. Освещение появилось в микрорайонах Марха, Кангаласы, в селах Маган, Пригородный, Табага, Хатасы и Тулагина. Для проведения данных работ было выделено более 75 миллионов рублей. Увеличение линии освещения города помогает программа «Светлая столица». Целенаправленно выделяются деньги, и мы отрабатываем в течение года. Не остаются в стороне пригороды. На пригороды примерно выделяется треть объема от денег. Одной из улиц, наконец получивших свет на своей территории, стала улица Ярославского в микрорайоне Марха, жители которого с нетерпением ждали этого события. Жительница Мархи Анастасия Глушкова проживает на этой улице 5 лет, и она на своем опыте знает, как было до и что теперь стало. Но жилось, мягко говоря, некомфортно. Особенно детям, которые заканчивают школу после второй смены. Ребята, которые учатся в институтах, поздно возвращаются домой. На улице было темно, но это очень мягко говоря, что было темно. Плюс ко всему у нас была проблема с бродячими собаками. Ребята попросту, дети особенно, боялись идти. Впечатления их масса, их просто масса. У нас дети первые просто пищали от восторга, что наконец-то улица светлая. То есть наконец-то светло. Фонари работают ярко, без перебоев. Слава богу, запуск произошел хорошо.
Оценка жителями качества уличного освещения играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта городской среды. Освещение улиц напрямую влияет на повышение безопасного движения автотранспорта и пешеходов. Провели, обустроили уличное освещение по улице Ярославского, но не только. У нас в том году, в 23-м, было обустройство уличного освещения также в квартале Северный, это где раздали участки многодетным семьям. Да? Жителям, во-первых, это дает безопасное передвижение по улицам, да? Это у нас в приоритете, да? Безопасность наших граждан. Как и в предыдущие годы, городские власти провели большую работу по освещению не только территории Якутска, но и его пригородов. Отметим, по мнению президента страны Владимира Путина, обновление и создание комфортной городской среды не только в крупных центрах, но и в других регионах страны является приоритетной целью, чтобы у регионов было больше стимулов для дальнейших изменений. Тимур Колмогоров, Павел Пахомов, Якутск. Также, согласно отчетам, в прошлом году в республике побит рекорд по строительству жилья. Введено 705 тысяч квадратных метров. В ближайшие годы жилищное строительство будет только возрастать за счет проектов комплексного развития территории и за счет ликвидации аварийного фонда. Тему продолжит Любовь Васильева. Надежда Кирпигорьева переехала в новую просторную квартиру в микрорайон Звездный летом 2023 года по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Раньше она жила в Сайсарах в трехкомнатной квартире площадью 42 квадратных метра. Сейчас пенсионерка проживает в квартире площадью 47 квадратных метров. У меня очень жарко. У меня приоткрытые окна. Нареканий никаких нету. Большое спасибо за квартиру. Во-первых, там я жила в деревянном доме, в этом аварийном. Я 20 лет с насосом жила. И днем, и ночью. И зимой, и летом. Когда сюда переехала, я вообще была довольна. Сектор С микрорайона Звездный городского округа города Якутска ведется строительство 10 многоквартирных домов на 1392 квартиры, из которых 7 домов на 1057 квартир будут сданы в марте этого года. Вот оставшихся 3 домов на 335 квартир планируется в декабре 2024 года. Мы, скажем так, выполняем определенные поручения, связанные с переселением, да, то есть из аварийного жилищного фонда, со всех, скажем так, уголков нашего города. Это в том числе и 17-й квартал, и Сайсары, и Билибино. То есть достаточно у нас много аварийного фонда, поэтому работаем, да, в этом направлении. У нас более 500 квартир сейчас уже по программе переселения, соответственно, в секторе С куплены именно под реализацию программ. В Якутии по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Владимиром Путиным в 2018 году, планируется переселить более 40 тысяч горожан. По поручению президента России к 2030 году в столице должен быть полностью ликвидирован аварийный фонд. Так, в рамках проекта в прошлом году создан мастер-план Якутска, предусматривающий проведение масштабных работ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе и в микрорайон Звездный. Здесь в рамках квартальной застройки обустраивается улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации на весь квартал, вода, канализация, теплоснабжение. Строится большая квартальная котельная на 112 мегаватт, которая будет введена к концу текущего года. Также строятся объекты социальной инфраструктуры. Это детский сад на 315 мест, школа на 990 мест и поликлиника. Кроме этого, в целях обеспечения комплексного подхода к развитию территории в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в 2023 году начато строительство крытого катка с заводом в конце 2024 года. Любовь Васильева, Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. А вот жители каменного дома по улице Крыжижановского, 75/6, испытали на себе прорыв трубы с горячей водой. Выходя из квартир в любой момент, они могут попасть под душ. Подробнее про ситуацию с домом расскажет Вероника Таюрская. Все лед, я здесь не могу даже окна открыть. Хотел окна открыть. Вот посмотрите, хотел окна открыть. Там что я открою? Вот он пар, вот он прямо идет.
Первую тревогу жители дома по Крыжановского 75/6 забили еще 28 ноября 2023 года, когда произошел первый прорыв трубы. В последний раз прорыв случился 30 января этого года. Тогда жители вручную выливали воду из своих квартир до глубокой ночи. Обращение в управляющую компанию ЖКХ «Столичная» не приводит к никаким действиям. В результате происшествия жильцы не могли попасть к себе в подъезд. Это плачевное состояние в наших подъездах, которые вы увидели в ролике НВК СХ. Я думаю, что это все решится намного быстрее. Ну, невозможно жить, ежедневно выходишь из дома и думаешь, будешь ты под душем, под горячим или не будешь. Ушло у нас большое ЧП, первый подъезд подмерзает. Но у нас, вот видите, вот мы сами вот с третьего подъезда постоянно вот фекальные воды стекаются. Но это не сегодня произошло, не вчера, это уже планомерно целый год идет, да? В одной из квартир, где проживает семья участника специальной военной операции, полностью затопило полы, что привело к появлению плесени и перекрытию стояков водоснабжения. Жильцы, проживающие над этой квартирой, решили не пользоваться водой для неусугубления ситуации. Сама семья взяла квартиру в ипотеку. Они не успели завершить ремонт и въехать в новую квартиру, как произошел потоп, в результате чего испортилась мебель, а теплые полы пришли в негодность. Вот в этой квартире, в которой произошла вот эта вот ситуация, должна проживать семья участника СВО. Молодой человек ранен уже дважды, он должен приехать домой, но ему, по сути, ехать некуда. Он не может здесь проживать в этой квартире. Плюс семья многодетная, у них 3 детей, потому что квартира непригодна для проживания. Во время встречи жителей дома с нашей съемочной бригадой, начальником управы промышленного округа и депутатом Государственного собрания Ил-Тумэн во двор приехали представители управляющей компании ЖКХ «Столичная». Наш оператор заснял, как они работают. Народный депутат Дмитрий Паньков сообщил, что он совместно с жильцами будет подавать заявление в Управление государственного строительного и жилищного надзора в Генеральную прокуратуру по факту нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации. Люди бьют тревогу. Действительно, мы видим, что дом в аварийном состоянии сейчас находится, перемерзла канализация, перемерзают трубы, плюс ежедневные прорывы горячей холодной воды в подъездах идут. Первый этаж квартиры затапливаются фекальными водами уже более чем 3 месяца. Естественно, мы будем настаивать на принятии острейших мер. Семен Иванов, начальник управы промышленного округа столицы, на встрече с жителями сообщил, что их дом уже 21-й, который жалуется на бездействие управляющей компании. Управляющая компания «Столичная», опять же, у них во всех домах замерзла вода. Ну это же, да, это, наверное, показатель того, что управляющая компания запустила все дома. Мы позвонили в управляющую компанию ЖКХ «Столичная» за комментарием. Предлагаем послушать их ответ. Столичная, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Можете подсказать? Я, получается, корреспондент телеканала «Якутия-24». Мы сегодня ездили на Крыжановского 75/6, и я бы хотела получить комментарий директора по поводу ситуации с домом. Директор на данный момент на выезде, поэтому комментарий на данный момент он дать вам не предоставить не может. А может быть, я смогу перезвонить ему? Извините, но личные номера мы не даем. Вы можете написать в 2GIS, есть электронная почта, можете обращение написать туда. Угу. Ладно. И вам ответят. Ага, хорошо. А какой срок ответа? Это вы начальника спрашиваете? Какой? Вы напишите, вам ответят, все. В распоряжении редакции имеется копия заявления от жителей дома в управляющую компанию ЖКХ «Столичная» и в Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии, датированное 17 декабря 2023 года. В ожидании ответа жильцы дома продолжают опасаться не только за свое имущество, но и за свою жизнь. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск. Мы вернемся после небольшого перерыва. Оставайтесь на нашем канале. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем.
1 февраля наш телеканал отметил свой день рождения. Ровно 6 лет назад мы вышли в эфир с первым выпуском новостей. За это время канал нашел своего зрителя и добился многих успехов. Каждый сезон богат интересными проектами и выпусками. Безусловно, за колоссальной работой стоит большая команда. Как устроена внутренняя работа телеканала и за какие функции отвечают отдельные телеспециалисты, смотрите в следующем сюжете. Внимание, первое. Пуск. С этих слов начинается эфир и запускается механизм, связывающий и координирующий работу множества людей. Главная кухня телевидения – аппаратно-студийный блок, с помощью которого ведется весь процесс формирования программ звукового и телевизионного вещания. Руководит всем этим процессом режиссер. От него зависит все. И подача материала, и длительность программы, и даже моральная поддержка ведущего. Вот уже 6 лет мы ведем новости на канале Якутия-24. Каждый день в прямом эфире, с утра до вечера. Однажды в эфире у нас пропал свет и отключились телесуфлеры. И приходилось подсказывать ведущему новости. Также человеком, чья профессия остается всегда в тени, это звукорежиссер. Ни один эфир не обходится без его участия. Он является реализатором творческого замысла того же режиссера. От его мастерства в использовании звука, от его умения найти и применить наиболее эффективный технический прием зависит успех телепрограммы в целом. Ну, во-первых, следить за качеством уровня звука, отстраивать звук, подготовка материалов. Творческая профессия абсолютно к этому. Ну, я говорю, это прям то, что я хотел. Такие звуки печатания по клавиатуре в комнате корреспондентов не стихают в течение всего дня. Именно корреспонденты собирают всю информацию, а также делают интересные сюжеты и репортажи с места событий. Эта профессия требует грамотной устной речи, креативности, творчества и эмоциональной устойчивости. Самая такая запоминающаяся, да, это была съемка тоже. Мы выехали в 5 утра, чтобы встретить гостью. Это было 30 декабря, то есть в 5 утра 30 декабря нам с оператором надо быть уже в аэропорту. Ну, это вот, наверное, одна из самых запоминающихся. Мы смогли показать лишь малую часть большого коллектива, что неустанно трудится в нашем телеканале. Немаловажную роль также выполняют наши коллеги – продюсеры, координаторы, операторы, водители, а еще и монтажеры и шеф-редакторы. С такой сплоченной командой создавать материалы становится гораздо легче и интереснее. Марина Захарова, Лилия Уваровская, Аэлита Махно, Якутск. Вместе с тем, молодая нерюнгринская семья Головиных отметила 1 февраля свою личную, не менее важную дату – 2 года с момента знакомства, благодаря нашему телеканалу. Все подробности в следующем материале. Захар Головин – видеооператор нерюнгринского филиала. Работать начал в 2019 году, сразу после армии. В этой работе нравится все, потому что это очень разностороннее. Ты все время ездишь на какие-то съемки, на выезды, знакомишься с людьми, общаешься. Ну, хотя ты находишься за кадром, но все равно это очень насыщенная работа. То есть ты никогда не скучаешь, не сидишь на месте, это все интересно. Никогда не было мысли уйти. То есть еще коллектив хороший. Ну и, конечно, благодаря этой работе так получилось на одной из съемок, что я познакомился со своей будущей женой. 2 года назад наша съемочная группа снимала сюжет об единственной девушке в группе автомехаников Южно-Якутского технологического колледжа. Героиня сюжета Анастасия покорила своим обаянием и целеустремленностью нашего оператора Захара. Молодые люди познакомились и спустя полгода создали семью. И несмотря на молодой возраст и достаточно быстрое принятие решения о скреплении отношений брачными узами, это осознанный брак со здоровыми и гармоничными взаимоотношениями. Но у нас самое главное правило – это разговоры. Всегда надо разговаривать. Неважно, что случилось, что происходило или там, что было за последнюю неделю. Всегда надо вот сесть, поговорить, обсудить. Без этого не будет решения проблемы. Сегодня супруги иногда выезжают вместе на некоторые съемки. В прошлом месяце это было на крещении. Захар снимал сюжет, а Анастасия стала одной из героинь, впервые окунувшихся в прорубь. Супруги поддерживают друг друга, благодарят судьбу и телеканал Якутия-24 за их встречу. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Далее о науке. В лесах Хангаласского улуса стало больше зюбрей и лисиц. К такому выводу пришли сотрудники районной инспекции государственного экологического надзора, которые сейчас проводят зимний маршрутный учет следов диких зверей. Подробнее об этом расскажет Виолетта Засимова.
Зимний маршрутный учет – это так называемая перепись лесного населения. На основе собранных данных рассчитывается численность животных, а чуть позже определяются нормы, квоты и лимиты добычи на предстоящий сезон охоты. Как происходит зимний маршрутный учет? Государственные инспекторы охраны природы по заданным маршрутам фиксируют следы зверей, погодные условия, состояние кормовой базы, влияние хищников, браконьерства, проводят сравнительный анализ с прошлым годом. Сейчас мы наблюдаем следы лисы. Ходила сегодня утром. Вот так вот делаем. Сегодня у нас погода где-то минус 30. След не затвердел. Глубина снежного покрова составляет у нас 38 сантиметров. Учет ведется на особо охраняемых природных территориях и на охотничьих угодьях общего пользования. Нынче перед хангаласскими госинспекторами стоит задача до 25 марта преодолеть 73 учетных маршрута общей протяженностью 736 километров. На сегодня ими пройдено 50 километров и уже есть промежуточные результаты. Судя по следам, у нас добавляются, участились следы зюбра, это благородная лень, и лисицы. То, что участились следы лис, связано с тем, что охотники особо не охотятся на лис. Нет уже таких охотников, промысловиков, которые именно занимаются пушниной. Попутно госинспектора охраны природы также проводят биотехнические мероприятия. В частности, наполняют подкормочные площадки сеном и березовыми вениками. Подкормка сейчас необходима диким животным, так как из-за толстого слоя снега им сложно добывать пропитание. Помимо госинспекторов, биотехнические мероприятия выполняют и охотники-любители. Для этого они заключают договора с местной инспекцией экологического надзора. Например, житель поселка Махсыгалох Леонид Евстифеев занимается биотехническими мероприятиями с 2019 года. 5 площадок у нас подкормочных, 3 солонца. Участвуем вдвоем постоянно, вот с другом ездим. Каждый январь, февраль, все как положено. Подкормка, заготавливаем сено, летний период, венники в июне месяце. Ну и комбикормом сейчас в марте месяце также будем соли развозить по солонцам. Те охотники, которые добросовестно выполняют условия договора, осенью при распределении разрешений на охоту имеют приоритетные позиции. На этот год договора на проведение биотехнических мероприятий на охотничьих угодьях общего пользования заключили более 80 охотников-любителей. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В зоопарке Ортодайду белые медведи Колымана и Ломоносов стали родителями двойняшек. Пару белоснежных малышей разглядели на днях сотрудники зоопарка через камеру видеонаблюдения, установленную в вольере Колыманы. Сюда белая медведица залегла еще в декабре, а перед этим начала отказываться от еды, что указывало на интересное положение самки. Пол медвежат станет известен приблизительно в конце марта. Именно в это время ожидается первый выход малышей с мамой в свет. И как только пол медвежат будет раскрыт, сотрудники зоопарка объявят о конкурсе имен для них. Это случилось уже в 3-й раз у Колыманы. Вот, первую Харчану вы все знаете, наверное, в Ленинградском зоопарке живет. Алмаз живет в Хабаровском зоосаду. Вот. И эти медвежата, сейчас их главная задача – это расти, развиваться. Они только кушают и спят, вот, и свой вес набирают. И дальнейшая их судьба, конечно, будет определена позже. Вот, все животные, белые медведи в нашей стране, они перемещаются согласно программы сохранения белого медведя. Есть куратор программы, то есть это не продажа именно, а вот перемещение и формирование пар внутри Российской Федерации. С конца ноября до начала марта полным ходом идут работы по выморозке судов. В этот межнавигационный период Жатайский судоремонтный завод ремонтирует 96 судов, 28 из которых предстоит подготовить путем выморозки. О том, кто освобождает судно из ледяных оков, расскажет Даяна Федорова. Незаменимое оружие выморозчика судна Станислава Тарасова – это бензопила, острые зубья которой с легкостью режет лед. Также лопата, с помощью которой измайлы выгребают лед, и кайло, чтобы выбивать кубики льда и пробираться к винтам.
Кусок за куском он отламывает и освобождает судно из ледяного плена вот уже более 10 лет. Мороз отнюдь не мешает, а даже наоборот способствует выморозке. Самая низкая температура, при которой работал Станислав, минус 59 градусов. Ну, здесь главное не останавливаться, когда минус 50, постоянно находимся в движении и сильно не мерзнем. Бывает, там ноги, руки подмерзают, это естественно, там, ходим, бывает, это греемся немного. Так вот целый день проводим. День у нас зимой короткий, поэтому, ничего, мы справляемся, боремся. Для выморозки одного судна уходит около 3 месяцев, потому что работы ведутся неспешно. Ни одна выморозка не обходится без диспетчера караванного цеха. Александр Вячеславович более 20 лет работал выморозчиком. Сейчас он обучает молодых выморозчиков и помогает освобождать судно изо льда. Помогаю выморозчикам по обмеру судов и льда, советом, работой. Вот сейчас там ребята сзади вымораживают, я подхожу, мы замеряем вот этим вот прибором, называется пробник, толщину льда. Чем ниже температура в Якутии, тем лед лучше там мерзнет, тем быстрее мы добираемся до ДРК, до рулевого комплекса, чтобы ребята с механического цеха продолжили ремонт. За короткий зимний сезон опытный выморозчик может освободить ото льда 4 судна. В конечном итоге должны освободиться детали, подлежащие ремонту, в том числе винты, валы и насадки. В ремонтно-механическом цехе у нас сейчас занято 26 человек. Общее количество человек токарей. Все они у нас работают при работе. Без работы у нас никого нету. Но людей все равно не хватает у нас, конечно. Выморозка флота – единственный способ отремонтировать поврежденные детали без подъемника. Судна должны быть готовы к сезону навигации для того, чтобы своевременно обеспечить топливом и продовольствием самые отдаленные поселки крупнейшего региона страны. Даяна Федорова, Семен Семенов, Жатай. Москвич-полярник будет зимовать в столице Алмазного края. Команда из 4 путешественников завершила путь по зимнику. Напомню, блогеры добрались на автомобиле «Москвич-412» 81 года выпуска до села Юринхая. Затем на вездеходе до мыса Пакса, самой северной точки Дальневосточного федерального округа. Продолжение темы в следующем сюжете. Экстремальная команда про путешествия еще в прошлом году на одном автомобиле добиралась до мыса Челюскин. Основной целью проекта было показать всю красоту и природную уникальность Арктики и Дальнего Востока, многогранность коренных народов Севера. На этот раз команда из 4 путешественников решили поехать на ретро-автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска. Уже получается год, как был куплен этот автомобиль. В январе прошлого года, и в первый же день после покупки мы этой компанией отправились в путешествие. Машина была куплена за небольшие деньги на Авито в Челябинске. Из Челябинска мы поехали в город Тверь, и сразу же начались поломки. То есть, потому что машина это именно была цель, чтобы купить и в этот же день отправиться. Но цель какая? Цель показать, что можно по нашей стране, и не только просто по дорогам общего пользования, а в том числе и по арктическим регионам, по северным регионам, по отдаленным регионам, по Дальнему Востоку, именно ездить на любом автомобиле. И если мы на таком автомобиле проехали, значит, любой человек может сесть в любой свой автомобиль, который 100% лучше, чем наш, и сюда приехать в любое время года. Блогеры действительно доказали, что до большинства мест в нашей стране можно добраться на обычной машине, и дороги это позволяют. Об этом путешественники намерены рассказать в блогах, которые в скором времени выпустят на своих каналах. Тем самым показать простым жителям, что в нашей стране есть большие возможности для путешествий. С нами фотографируется, делает подарки, сигналит. За год «Москвич» это стал самым известным москвичом в России, да, потому что по всем трассам нас везде стараются. Уже узнают сильно, да, и фотографируются с нами, дарят подарки, всякие достопримечательности, пирожки. В Перми нам подарили запаску для москвича. И это очень душевно и действительно трогает до глубины души.
Пока москвич-полярник остается в столице Алмазного края, чтобы летом продолжить свой путь и показать зрителям Якутию, насколько она разная и уникальная, показать совершенно новые места и главный национальный праздник – Исэх. Анна Васильева, Мирный. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.